я, Юлия Барбакова, и это программа «Вечерняя Тува». Поздравляю вас всех с 8 марта, желаю вам крепкого здоровья, всего самого хорошего, ну и, конечно же, берегите себя и своих близких. Сегодня у нас в гостях тренер одного из лучших залов нашего города CrossFit Best Кызыл Айнар Буян и Седен Байбек. Ну что, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, расскажите, пожалуйста, о себе. Меня зовут Седен Байбек, я из Тисхема, село Ошна, тренер зала без кроссфит. Я занимаюсь кроссфитом. Спасибо. Добрый вечер, меня зовут Айнар Буян, мне 26 лет. Тоже работаю тренером в зале без кроссфит. Спасибо большое. Ну вот почему вы решили именно стать тренером? Почему, не знаю, не танцором? Ну, во-первых, я всегда следил за своим телом, то есть раньше, даже с детства я занимался спортом, и мне очень нравится это. Вообще я сам по себе по профессии юрист, но в будущем я тоже планирую заниматься этим. Но в данное время мне очень нравится эта сфера деятельности, и так как я могу, то есть я могу поддерживать свое здоровье, физическое тело, и чтобы было красиво. И для этого я просто сделал себе условия, чтобы накачаться. Я начал заниматься в 2017 году. Сначала сам, да, потом уже начал сам развиваться в этом направлении и потом решил стать тренером. Почему именно такой спорт? Почему вы не выбрали, допустим, футбол, баскетбол? Много разных видов спорта есть. Почему именно кроссфит? Ну, кроссфит, почему кроссфит? Ну, вообще-то, изначально я хотел накачаться, да, как там выглядеть побольше, да, красивые мышцы. Потом у меня есть друг Илья, его зовут Зайгайнов Илья. Он, давай сделаем один комплекс, и все, я прям почувствовал вот это вот, что такое кроссфит. И все, и пошло-поехало. А вы? Ну, это сфера деятельности. Вообще-то в прошлом году в мае я вот заметил, что я немножко распустился. Бывает, да. Пришел в зал CrossFit, и там как раз проходила, вот, марафон проходил. То есть по максимальному сбросу веса и объемов. И я тоже решил поучаствовать. Но изначально я хотел просто абонемент купить на тренажерный зал. И вот подумал, что так будет выгоднее, а вдруг я выиграю. Ну, поучаствовал, занял 3-е место, понравилось. Дальше пошло-поехало. Я отучился в Красноярске и теперь стал тренером. А если не секрет, сколько вы сбросили? Ну, 15 килограммов и 400 граммов. За какой промежуток? За 1 месяц. За 1 месяц? Я, который пытаюсь скинуть хотя бы 1 килограмм. Да. Было сложно? Да, очень сложно. А какой у вас двоих был максимальный вес? У меня 60. 60? У меня 70, 77, наверное. Я промолчу тогда. Ну, вообще очень классно, что у нашей республики развиваются такие сферы деятельности. Для тренера нужна корочка, получается, да? Их специально обучают, то есть не каждый человек может им стать. Да, так, хорошо, спасибо. Ну, конечно, может каждый, но главное желание в этом развиваться, да, не просто там обучился и начал работать. А как вы мотивируете своих клиентов? Допустим, к вам пришла девушка, да, она хочет похудеть, и чем вы сможете ее замотивировать? Во-первых, человек должен сам быть мотивированным, а тренер должен просто помогать этому. Направлять. Ну, невозможно просто так внушить эту мотивацию некоторым, которые просто не хотят этого делать. Но если чисто советами, я думаю, что нужно показывать своим примером и
Ну, это чисто мое мнение. А вам бывает грустно, когда ваш клиент, да, ходит вам где-то примерно 3 месяца, и он не сбрасывает, допустим. Он пришел с весом 60, да, и у него вес так и стоит. Вам становится грустно? Или же вы такие, ну ладно, это его проблема? Ну, конечно. И как вы это переживаете? Сначала надо поговорить с ним или с ней, что, в чем проблема, почему не сбрасываем, следить за питанием или нет, пропускает тренировки или нет. Вот это важно. Ну, важно вообще питание это самое главное. Ну вот, дорогие друзья, дорогие девочки, дорогие мальчики, все на самом деле зависит от нас, от вас. Если вы хотите похудеть, нужно следить за питанием, слушать своих тренеров, да. Я раскрою для вас секрет. Сегодня у нас в гостях сидит один из участников бодибилдинга, да, если я не ошибаюсь, да. Вот. Ну что вы можете рассказать про этот конкурс? Скажу, что в основном очень позитивные эмоции. Первый раз такой в этой сфере участвовал и занял 9 место среди 12. Но для меня это была большая победа, потому что я к этому шел и двигаюсь дальше. И надеюсь, в следующем году тоже попаду в призовые места. Но это приходит с опытом. А вы планируете? Бодибилдинга? Да. Нет. Почему? Я хочу развиваться по кроссфиту. Мне вот это вот нравится. Ну, не знаю, почему-то люди думают, что кроссфит это там каждый раз до талого там делать упражнения там по максимуму. Нет, на самом деле это, так скажем, крутая вид спорта. Вот я хожу в зал примерно 2 месяца, и я заметила таких красивых людей, да, которые стоят перед зеркалом, делают всякие позы, вот такие вот типа, вот такие. Можно вас попросить, пожалуйста, продемонстрировать наглядно для наших телезрителей? Я сяду и буду делать вид, что я в шоке, да? Ну, для категории пляжников основные позиции это фронтальная позиция. Повторять? Меня попросили повторять. Это очень сложно, на самом деле. Вот, боковая позиция. Вас специально этому обучают, да? Да. Жесть. Ну, мне нечем хвастаться, конечно. У меня мне кажется, у Буяна талии меньше, чем у меня. Ну что, знаете, у моего тренера Байбека есть очень любимое упражнение. Если ты опаздываешь на занятие, вам нужно сделать 20 бёрпи. Продемонстрируйте, пожалуйста, мое самое нелюбимое упражнение. Я не буду делать. После записи потом сделаем. На самом деле, крутое упражнение, многофункциональное. Там работают практически все мышцы. Мышцы спины, мышцы пресса, мышцы ног и так далее. И работает кардио тоже. Я когда даже смотрю, у меня сердце уже бешено бьется. Ну вот, друзья, поэтому никогда не нужно опаздывать на тренировки, если вы не хотите делать вот такое ужасное упражнение. Шучу. Ужасное. Что вы можете еще рассказать про бодибилдинг? Бодибилдинг, этот вид спорта появился совсем недавно. И в связи с менталитетом тувинского народа, некоторые еще, мне кажется, некоторые стесняются, но у них внутри есть желание ходить. И вот призываю всех приходить в зал, тренироваться, качаться. В частности, в CrossFit Best, да? Записывайтесь ко мне, да? И вот наш тренер Тилюш Сайхерев, один из первоооснователей именно в Туве данного вида спорта. И тоже хочу сказать ему спасибо за такую возможность. И вот всех приглашаю.
У меня аж слеза потекла после таких красивых слов. Ну, как вы думаете, мне, человеку, которому неизвестно, что такое бодибилдинг, да, когда я смотрю всякие видео, всякие разного рода, мне кажется, что вот выходит на сцену и показывает свои мышцы. Выигрывает тот, у кого много мышц? Эстетика, да? Ну, в основном там смотрят такие критерии, как харизма и, конечно же, мышцы тоже. Массивность и мышечность и эстетичность. Ну, это как бы не прям конкурс красоты, но это как Знаете, мне еще первый раз, когда я ее видела, я думала, что люди на самом деле такие прям заранее до этого загорают, и вот такие темненькие выходят, а потом я смотрю, они снова такие беленькие. Оказывается, перед конкурсом они мажутся, да, всякими этими штучками. Лимон. Все тело, представляете, друзья, все тело нужно замазать, потом идти в душ. Какие у вас любимые упражнения? Ну, кроме бёрпи. На самом деле, люблю работать со штангой. Упражнение называется рывок. Это тяжелая атлетика. Рывок называется это упражнение. Ну, на самом деле она такая красивая очень со стороны. Вот. У вас? Мое любимое упражнение это жим лежа, наверное. Жим лежа. Это, то есть, жим штанги. Ага. Ты же делала. У меня нету любимого упражнения. У меня есть упражнение любимое спать, лежать, кушать. Рывок это на самом деле очень сложное упражнение. Не каждый может это делать. Нужна гибкость. А я делала это? Нет. Ну ладно. Нет. Ты, наверное... Не сможешь ты это сделать. Не. Завтра сделаем. Завтра сделаем. Ладно, я завтра в зал не пойду, друзья. Если вы меня не увидите, если я больше не буду вести эту программу, знаете, я делала рывок и где-то там умерла, где-то меня там похоронили. Скоро 8 марта, нужно покупать подарки, да, своим близким, своим вторым половинкам. Раскройте, пожалуйста, ваш секрет. У вас есть вторая половинка? Да, есть. Да, есть. Ну что, вы купили подарок? Да, купили. Нет еще. У вас есть отличная возможность поздравить наших прекрасных женщин, да, можете свою мать, свою девушку поздравить с этим прекрасным праздником 8 марта. Привет. Давай. С 8 марта. Люблю тебя. Ценю. Здоровья тебе. И много-много радости. Дорогие девушки, дорогая мама, поздравляю вас с 8 марта. Желаю, чтобы вы всегда были такими красивыми и прекрасными. Ну что, дорогие наши девушки, женщины, мамы, бабушки, маленькие девочки, присоединяюсь к словам наших прекрасных гостей. Тоже желаю вам всего самого хорошего, желаю и себе самого хорошего, да, шучу, ладно. Ну, конечно же, моя любимая мама, с праздником тебя, мои прекрасные подруги, бабушка и все к этому празднику причастные. Дорогие наши телезрители, Буян Ойнаров хочет исполнить для вас прекрасную песню в честь 8 марта. Самый полный штиль, самый стильный ураган, ходят в синем море корабли. Может, потому-то и понятно морякам, что такое океан любви. Этим смелым парням и беда, не беда, путеводная им помогает звезда. Любите, девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте, девушки, домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь. Начертил на синем небе я тебя люблю, белым следом
душе, так как это делает пилот. Этим смелым парням и беда не беда, путеводная им помогает звезда. Любите, девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте, девушки, домашних мальчиков, не стоит